На повестке дня у нас следующие вопросы. Презентация, что видно. Угу. На повестке дня у нас следующие вопросы, простите, ну невозможно это. Вот тут, да? Угу. Так, это отечественная традиция преподавания наших предметов «Семья и семейные ценности». Отец Максим Михайлович Стыров, кандидат технических наук, доцент. Отец Максим попросил выступить в конце, поэтому мы пойдем ему навстречу. Он у нас будет не первым выступать, а уже в конце, в обобщении. Второй вопрос – это опыт методической работы муниципальных методических объединений по сопровождению учителей ОДН-КНР и РКС. Мы пригласили руководителей муниципальных методических служб, которые курируют у нас преподавание этих предметов. Это Каменева Наталья Григорьевна, город Сыктывкар, и Сомова Галина Викторовна, город Воркута. Третий вопрос – это некоторые результаты мониторинга по реализации ОДН-КНР в Республике Коми. Это мое сообщение, Мищенко Инна Михайловна, методиста КРИРО ИПК. И последний вопрос – это реализация ОДН-КНР через предмет обществознания из опыта работы Петуховой Натальи Валерьевны, учителя истории обществоведения поселка Визендор Сысольского района. Завершаем мы объявлениями нашими и примерным решением нашего объединения. Слово предоставляю проректору по образовательной деятельности нашего института Габовой Марине Анатольевне. Пожалуйста, Марина Анатольевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на очередном заседании Республиканского методического объединения. Подобные заседания проходят у нас с учителями во всех образовательных областях. Очень активно работают в этом году Республиканские методические объединения. Я желаю такой же активной работы и вам. Вопросы, которые вы сегодня будете обсуждать, очень актуальные, можно сказать, насущные вопросы, да, формирование культуры, формирование представлений о народной культуре, да, народов России, патриотическое воспитание. Это очень важные вопросы, которым сейчас уделяется большое внимание и на уровне России, и на уровне нашей Республики Коми. Я желаю вам успехов в вашей работе. Очень важно, что вы представляете свой опыт, свои наработки, делитесь своими наработками. Нина Михайловна, пожалуйста. Спасибо, Марина Анатольевна, за добрые слова. Значит, мы продолжаем нашу работу. И позвольте, пожалуйста, несколько слов. Это мы немножечко пропустим, потому что это выступление. Методическое сопровождение учителя РКС и ОДН-КНР. Хотелось бы несколько таких обобщающих слов сказать перед выступлением наших практиков, тех педагогов, которые руководят всеми другими педагогами в муниципалитетах. Посмотрите, пожалуйста, из чего состоит сопровождение учителя РКС и ОДН-КНР. И нам хотелось бы, чтобы эта работа была наполнена во всех муниципальных методических объединениях. Это введение документации, планирование работы на учебный год и отчетность. Организационный блок включает в себя организацию районных семинаров, своевременное информирование учителей о заседаниях, вебинарах, РМО, его решениях, о конкурсах для педагогов и обучающихся. Методическая поддержка – это следующий блок работы в муниципалитетах. Это проведение семинаров с заседаниями муниципальных методических объединений, повышение квалификации. Вот здесь у меня звездочка стоит. Дело в том, что далеко не все, только те, которые имеют право проводить повышение квалификации, такие крупные объединения, как, например, Сыктывкарское.
консультирование педагогов и методические рекомендации. Следующий блок – обобщение передового педагогического опыта, индивидуальная работа с учителями, создание банка передового педагогического опыта, рекомендации к публикациям. И последнее – аналитика и экспертиза. Анализ и экспертная оценка процессов реализации курса РКС и ДНКНР в муниципалитете, также содействие реализации республиканских и российских мониторингов. Экспертирование процесса результатов реализации курса РКС и ДНКНР в районе. Мы здесь вам представляем памятку, я не буду ее озвучивать, потому что вы познакомитесь с ней. Наша презентация будет в интернете, в сетке выложена, в сети, то есть, простите. И далее, для сбора информации в процессе проведения экспертизы используется ознакомление с составом учителей РКС и ДНКР на период обучения в муниципальных организациях, прохождение курсов по предметам, ознакомление с результатами выбора модулей РКС и также другие. Тоже предлагаю всем желающим, кого интересует этот вопрос, познакомиться в презентации. Еще раз напоминаю о том, что курс РКС – это курс особенный, и одним из главных свойств этого предмета является приоритет воспитания, который мы, в общем-то, органично, усиленно проводим в течение многих лет, и надо сказать, что вот эта работа дает результаты. А сейчас мы предлагаем слово представителю города Воркуты Сомовой Галине Викторовне. Пожалуйста. Так. Сейчас Воркута к нам подсоединится. Что, нет связи, да? Не вижу. Ну да, Наталья Григорьевна. Да. Простите, пожалуйста, коллеги, тут технические есть неувязки. Тогда мы Наталье Григорьевне Каменевой, город Сыктывкара, дадим слово, а потом думаем, что подсоединятся и наши коллеги из Воркуты. Наталья Григорьевна, пожалуйста. Так, Наталью Григорьевну не видно. Через эту, да? Листать? Да. Не пересесть, нет? Нет. Доброго дня, коллеги. Мною будет представлен муниципальный проект «Мы все такие разные, но мы вместе», как форма методического сопровождения деятельности учителей предмета «Основы религиозных культур и светской этики», который реализуется в муниципальных общеобразовательных организациях Сыктывкара уже 5-й год. Потребность его разработки возникла в результате анализа эффективности деятельности школьных объединений учителей ОРКС. Как наиболее актуальные мы выделили следующие проблемы. Первое – это ежегодная сменяемость учителей ОРКС, которая составила в прошлом году 84%. В этом году курс преподается в 33 муниципальных общеобразовательных организациях, 132 учителями. В прошлом году их было 107. Так вот, 94% из них учителя начальных классов. В 8 школах занятия ведут по 5-6 учителей, еще в 8 по 4 учителя, по одному учителю ОРКС ведется в 7 школах. Итого на постоянной основе курс ведут 12 учителей из 107. Все остальные преподаватели ОРКС – это учителя 4 классов, которые на следующий год, естественно, перейдут работать с первоклассниками, а в наше сообщество придут вместо них новые учителя ОРКС. И вот эта вот постоянная сменяемость, она, конечно, не дает нам получать вот этот стабильный, эффективный результат.
Динамика изменения выбора модуля ОРКС также весьма активна. Мы видим, приоритеты различных модулей меняются. Вот, например, у нас по Сыктывкару основы мировых религиозных культур было 113, стало 203. Основы светской этики было 2260, стало 2070. Основы православной культуры было 491, стало в 2 раза почти больше, 866. И поэтому получается, что на данный момент, вот на весну этого года, нынешние учителя 3-х классов представления не имеют, какой модуль им придется преподавать в следующем учебном году. И если повышение квалификации находится у нас под четким контролем, то вот организовать творческое общение педагогов, получать от них обратную связь оказалось весьма затруднительным. Отсюда ключевой идеей повышения качества преподавания курса ОРКС, освоения учителями эффективных форм работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся стало создание особой межшкольной педагогической среды, в основу которой мы положили профессиональное общение и обмен педагогическим опытом учителей курса ОРКС, который обеспечивает их профессиональное развитие. В целях поиска новых механизмов организации взаимодействия педагогов актуальным стало определение общего содержания в различных модулях комплексного курса. Мы выделили следующие позиции. Первое. Учебные занятия должны носить этический характер. Второе. Выполнение в каждом модуле подразумевается выполнение учащимися творческих работ нравственной тематики. Это середина курса, где-то вот 1-17 занятие, после 17-го занятия. И третья позиция – это разработка и защита в конце 4 класса семейных проектов социальной направленности. Последнее занятие во всех модулях называется «Любовь и уважение к Отечеству». Как раз на этих занятиях предполагается защита, представление таких семейных проектов. Формой развития вот этой педагогической среды общения мы выбрали межшкольный, муниципальный фестиваль «Мы все разные, но мы вместе», проект которого был разработан еще 5 лет назад сотрудниками информационно-методического центра. Участники фестиваля – учителя, которые реализуют программы модулей курса ОРКС, учащиеся 4-х классов и их родители. Срок реализации проекта с ноября по май месяц учебного года. Основными мероприятиями проекта стали калейдоскоп учебных занятий, межшкольное чтение «Добродетель», праздник социальных семейных проектов «Любовь и уважение к Отечеству». Подготовка и проведение фестиваля включает в себя 3 этапа. Сначала групповая разработка и открытый показ учебных занятий, технологии этического диалога, это ноябрь-январь. Далее подготовка с учащимися творческих работ нравственной тематики, февраль-март, и разработка и представление семейных проектов социальной направленности апрель-май. Итак, первый этап нашего фестиваля, он наиболее сложный фестиваль, наиболее такой трудоемкий для педагогов этап, но тем не менее, наверное, для их собственного развития самый продуктивный. Ведь разговор о главных жизненных вещах, которые волнуют каждого человека, об отношениях с миром, с другими людьми, с собой, может способствовать действительно пробуждению нравственного чувства в ребенке. Но не всякий разговор, а который будет организован особым образом. Это общение не может строиться по аналогии с предметной учебной деятельностью. Нравственная позиция, она развивается только в процессе эмоционального проживания и осмысления тех или иных ситуаций. Исходя из этого, учителям ОРКС было предложено построение учебного занятия на основе психолого-педагогической технологии этического диалога, созданной Аллой Ивановной Шимшуриной еще в прошлом веке, доктором педагогических наук. Эта технология обеспечивает проживание школьникам проблемы, выход на нравственный выбор. Ознакомление с технологией проводится на обучающем семинаре.
разработка моделей учебных занятий проводится педагогами в творческих объединениях. То есть, когда они приходят на наше совещание рабочее, они объединяются в микрогруппы, в основном по 5 человек, которые формируются по личным предпочтениям, но в зависимости от преподаваемого модуля. Содержание занятий определяется учителями в соответствии со смысловыми характеристиками структурных компонентов этического диалога Шамшуриной. Методические разработки строятся в соответствии с основными принципами этической грамоты Шамшуриной. И вот эта разработка, работа творческой группы, она происходит в течение месяца. В течение месяца определяется содержанием, определяется с тем, кто будет представлять свою модель, тем, кто будет ее защищать, и тем, кто будет ее реализовывать потом уже в учебном процессе на открытом показе. Итак, представление происходит на общем заседании творческой группы, вносятся коррективы по итогам обсуждения и дополнения. Творческое объединение самостоятельно определяется в выборе учителя, и вот здесь мы заметили, что в основном приоритеты чаще всего отдаются молодым. То есть стажисты, они помогают действительно в наработке содержания учебного занятия, а вот реализуют в основном итоговую модель занятия от группы именно молодежь. Анализ учебного занятия проводится в соответствии с критериями оценки учебного занятия, которые были разработаны также Аллой Ивановной. Первое – выраженность воспитательной идеи, технологичность, далее эмоциональная включенность детей в диалог, педагогическая гибкость, коммуникативная компетентность, как умение организовать коммуникацию детей. За 5 лет в работе творческих групп по разработке занятий приняли участие 154 учителя ОРКС. Было проведено 36 учебных занятий, то есть уроков, которые посетило более 400 коллег наших учителей. Так, здесь фотографии представлены с учебных занятий. Следующий этап нашего фестиваля носит очень красивое название «Добродетель». Ведь курс ОРКС, он имеет культурологический характер. Содержание всех модулей подчинено общей теме – воспитанию личности гражданина России посредством приобщения его к нравственным и мировоззренческим ценностям. Поэтому второй этап фестиваля «Межшкольное чтение добродетель» задуман с целью создания условий для осознания четвероклассниками нравственных ценностей. Как организационная форма чтение объединяет школьников, которые увлечены поиском новой, интересной информации, которые заинтересованы в исследовательской деятельности. Проводится чтение в форме представления ребятами творческих работ, выполненных в соответствии с той тематикой, которую они прошли с 1 по 17 занятие изучаемого модуля. Работы могут выполняться индивидуально и в группах. Форма представления творческих работ, учащихся на чтениях, разнообразна. Это были и доклады, и видеоролики, и мультимедийные презентации. Время представления не более 5 минут. За 4 года в чтениях «Добродетель» приняли участие около 100 четвероклассников. Содержание их работ свидетельствует о формировании гражданской позиции младших школьников. Название вы вот видите, какие они интересные. По мнению ребят, значимым в подготовке выступлений стало участие родителей при отборе содержания и оформлении работ. Обратите внимание, к нам приходили на межшкольное чтение семьями, к нам приходили папы, достаточно много, к нам приходили даже бабушки и дедушки. Успешное решение воспитательных задач возможно только в согласованном взаимодействии семьи и школы. Поэтому курс ОРКС предполагает активное педагогическое партнерство учителей и родителей. Форму такого партнерства задает разработка семейных проектов. Поэтому заключительным мероприятием городского фестиваля, мы все такие разные, но мы вместе, стал праздник семейных проектов «Любовь и уважение к Отечеству». Праздник проводится в форме представления семейных творческих работ, которые выполнены в соответствии с содержанием, заданным в уроке номер 30 изучаемого модуля. Оформление проекта рекомендовано выдержать в структуре вопросов Лусуэла. Результатом такого сотрудничества у нас за 4 года стало 42 семейных проекта.
По мнению родителей, совместная работа над проектами способствовала не только формированию представлений их детей о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества, но и развитию взаимопонимания в семье. Вот вы видите, какая у нас продуктивная работа. Это энциклопедия «Нравственные образы общества», это сборник семейных стихов об Отечестве с любовью, это макет цветочной клумбы «Процветая, любимая Родина», листовки, плакаты и так далее. Ну вот, можно сказать, фотографии с наших мероприятий. Вот вы видите, как активно приходят родители. Вот здесь у нас бабушка вместе с внучкой свой проект представляет о Ленинграде, они вспоминают. Вот. Ну что ж, конечно же, это одно из направлений, наверное, одно из самых ярких и приятных направлений методического сопровождения учителей РКС. Остальные, но они совпадают, наверное, с тем же, что делают во всех муниципалитетах. Единственное, может быть, чем отличается наш муниципалитет, в том году, в начале этого учебного года, мы сумели получить лицензию, и теперь мы осуществляем проведение курсов повышения квалификации. У нас также реализуется программа повышения квалификации по реализации модуля «Светская этика». Ну что ж. Мы благодарим Наталью Григорьевну. Вопросы? Вопросы, пожалуйста, задавайте, уважаемые коллеги. Может быть, вопросы уже есть? Можно задавать вопросы. Пока еще только приветствия. Все. Ну все, тогда спасибо. Спасибо вам. Воркута не может, да? Почему? Есть, да? Давайте Воркуту. Так, уважаемые коллеги, мы сейчас снова попытаемся связаться с Воркутой. Мы предоставляем слово Сомовой Галине Викторовне. Тема та же самая. Что есть ценного, интересного? Пока здесь налаживается связь, мне хотелось бы еще несколько слов. Еще раз поблагодарить Наталью Григорьевну за столь содержательное, интересное, глубокое выступление. И мы видим, что город Сыктывкар действительно ведет систематическую работу по изучению тех процессов, которые происходят в преподавании РКС, организует эту работу, соединяет работу с внеурочной деятельностью. И я думаю, что опыт работы города Сыктывкара мы обобщим. Позвольте, пожалуйста, внести предложение в решение нашего РМО. Это Наталье Григорьевне мы рекомендуем и очень просим статью написать вот об обобщении опыта, используя тот материал, с которым мы сейчас выступали, и, может быть, еще расширите этот материал. Вот. И эту статью мы с удовольствием опубликуем в нашем журнале «Образование в Республике Коми». Спасибо. За нравственный подвиг учителя? Давайте мы вот этот вопрос обсудим с вами. Спасибо. Там внизу камера закрыта, нет? Нет, камера есть, все нормально. Значок просто. Не-не-не, все нормально. Должно быть. Не получится, да? Почему-то у них звонка не идет. Сейчас я попробую еще кое-что сделать. Или зайти в форму. Ну это подключилось. Они тут приветствуют. Вот вчера смотрела вебинар. Не получилось, да?
Вот. Все. Видим. Спасибо. Видим. Скажите, что Так, вам слышно. пожалуйста, Галина Викторовна, вам слово. Трансляцию себя, пожалуйста, выключите. Здравствуйте, Михаил, слышно меня, да? Да-да-да, слышно, пожалуйста. Алло. Да-да-да. Трансляцию, пожалуйста, выключите у себя, ставьте только скайп. Михаил, слышно? У вас эхо иначе. Все. Вот, теперь хорошо. Хорошо, пожалуйста. Нет, задержки нет. Они просто смотрят запись. Галина Викторовна, пожалуйста, вам слово. Да-да, можно, пожалуйста. Так, сейчас. Почему я не слышу? Можно говорить, да? Да-да-да, пожалуйста. Уже слышно. Можно говорить, да, Михаил? Да, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне очень приятно, что у нас теперь появилась такая возможность буквально пообщаться в прямом эфире. Итак, я хотела бы вам рассказать о деятельности нашего ГМО, учителей, предметной области ОДНК и ОРЦ. Итак, в 2017-2018 учебном году Что-то случилось? Нет, мы хорошо слышим. Они включили две трансляции одновременно. И в скайпе, и на сайте. Как ему объяснить? Я уже объяснил. курс ОРЦ изучает 824 учащихся 39 классов из 19 общеобразовательных учреждений по ответственности управления образования нашего города. Из них модуль основы средств этики изучает 257 учеников, что составляет 31%, и модуль основы православной культуры изучает 657 учеников, 69%. Для реализации курса ОРЦ созданы необходимые условия. Это кадровые условия. У нас учителя, реализующие курс ОРЦ, 20 человек. Из них вот та же самая проблема такая небольшая, что и у наших коллеги Каменева Натальи Григорьевны, 13 учителей начальных классов. Педагог-организатор, социальный педагог, учитель ИЗО, учитель английского языка и 2 служителя церкви. Они прошли у нас курсы повышения квалификации по вопросу преподавания курса ОРЦ более 72 часов и 72 часа. В 2017-2018 учебном году модуль основы православной культуры преподает Беловол Павел Алексеевич, Благочинный Федор Рафаил, который в январе 2016 года прошел профессиональную переподготовку на базе Института повышения квалификации и имеет право преподавания. И Беловол Павел Алексеевич, который прошел курс повышения квалификации и в настоящее время является студентом Сыктывкарского государственного университета. Все учебные пособия СЛМК приобретают за счет средств республиканского бюджета. Учебники для изучения модуля основы православной культуры в 2016 году были приобретены в Иркутской и Устинской епархии. Методическое сопровождение учителей, реализующих курс ОРЦ, оказывает городское методическое объединение, в рамках деятельности которого ежегодно обобщается эффективный опыт учителей по преподаванию отдельных тем курса. За последние 3 года обобщен опыт 11 учителей. Также педагоги обобщают опыт через участие в республиканской конференции преподавания учебного курса «Основы религиозной культуры этики Республики Коми». Заочное и очное участие.
Для отслеживания эффективности реализации курса ОРЦ ежегодно проводится мониторинг по реализации комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры, светской этики» по материалу Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Института КИОСК. 2 раза в год, согласно утвержденному графику, проводится диагностики уровня знаний по курсу «Основы религиозной культуры, светской этики». Результаты диагностики, проведенной в апреле 2017 года, свидетельствуют, что уровень усвоения программного материала по ОРЦ учащимися 4 классов оптимальный. Высокое качество знаний показали учащиеся 18 общеобразовательных учреждений, что составило 90%. Если говорить о работе методического объединения, то проводилось оно в разное время в разных форматах. У нас проходит очные совещания, когда мы собираемся с коллегами на базе нашей 12-й школы, либо в доме учителя, заочные совещания с использованием современных средств и в удаленном режиме. Заседания в формате открытого круглого стола, на котором присутствуют учителя ОРЦ. Обмен мнениями и согласование принятых документов происходит посредством открытой дискуссии, сбор предложений и рассылка документов в электронной почте. И также у нас проводится регулярно обобщение опыта. Что мне хотелось бы сказать о работе вообще наших учителей, которые реализуют предметную область, основы духовно-нравственной культуры народов России и, в частности, курсы светской этики и основ православной культуры. В наши дни идет напряженная борьба за умы и души наших детей. И цель курса ОРЦ можно определить как взращивание духовности. На уроках модулей комплексного курса ОРЦ, преподаваемого в 4 классе современной школы, задача учителя определяется не столько донесением определенной информации, сколько привнесением в коммуникационную и смысловую сферу личности вашего школьника нравственно-ценностных ориентиров. Курс ОРЦ – это поле взаимодействия педагогов, детей, родителей и представителей религиозных конфессий, светских и духовных учебных заведений. А в итоге вот этого такой симбиоза и такой согласованности в действии мы получаем качественное преобразование ребенка. Такая работа требует сейчас социальной мобилизации. И чем мы можем гордиться, такая особенность у нас есть в институте. У нас есть активный помощник и соработник. Это отдел религиозного образования и катехизации, руководитель которого Игумен Рафаил, Алексей Делового, преподает в некоторых учебных заведениях, общеобразовательных учреждениях курс «Основы православной культуры». Это человек активной жизненной позиции. Он всегда на связи с даром. Поможет в рамках работы городского методического объединения в декабре 2017 года, согласно плану, проводился фестиваль открытых уроков. Так вот, урок, который был проведен на Римской встрече, никого не оставил равнодушным. Он был проведен методически верно, а главное совершенно тепло. Прежде актуализация знаний была проведена через решение кроссворда. То есть я прошу вас обратить внимание на этот момент. Чтобы не сбиться с пути, дети и педагоги должны говорить на одном языке. По всему уроку все учащиеся измениться взрослыми стараются дойти до самой сути, таких ценных понятий, как человек, жизнь, свобода, разум. Я могу поделиться с коллегами следующим опытом работы, который есть уже в наших учебных заведениях. На уроках создают такие своеобразные листки словаря. Это один из эффективных приемов работы при реализации курса ОРЦ. Помогает ребятам не только понять значение слов, но и узнать его происхождение и историю жизни. Такая работа дает учителю возможность сформировать внимательное, бережное, вдумчивое отношение к слову, к утверждению возбуждению, не идущего на свете сильнее слова. Хорошо известно, что учебный курс ОРЦ является педагогическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных и правовых ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России. Но урок основы светской этики ведущим приемом для нас является работа с афоризмами. Это один из приемов, который очень много и успешно используют наши педагоги.
Эта работа оказывается увлекательной для учащихся, потому что крылатые выражения передают научную идею поучения, отражают историческую эпоху, раскрывают личность автора. Один интересный факт, который я хотела бы с вами поделиться. В 2014-2015 году у слушателей одной из кафедр ЮНЕСКО, учителей начальной школы, нашли живой отклик программы по методике преподавания модулей ПКЦ с использованием притч, бесед и метафор. Мы в работе поддерживаем вот эту позицию и широко применяем на уроках образ из жития святых, особенно в помните Елизаветы Петросян. Нина Михайловна, я хочу обратиться к вам. Ваша публикация на интернет-сайте Студопедия утвердила меня и моих коллег в мысли правильности нашего выбора, аргументации и примеров на уроках основ православной культуры. Как известно, одно из 5 основных направлений научной деятельности ПАВОЗ – это именно духовно-нравственное и возможности курса огромные. Универсальные учебные действия, как нельзя лучше комплексно формируются через занятия ОЭКЦ, личностные, рефлективные, познавательные, они составляют основу умения учиться и жить в обществе. Учитывая, что курс футурологический и воспитательно-потребительский на первый план выходит личностные и метапредметные результаты. Вот почему система отслеживания результатов изучения курса не может ограничиваться утилитарной целью, проверить свои знания и выработать умения, навыков по основам религии и этики. Наиболее важна социальная задача – привести к уважению и пониманию ближнего, не похожего даже на себя. Развитие школьников умение проверять, контролировать себя, критические ситуации, оценивать себя критически. Безответственная система контроля способствует тому, что на уроке происходит живой контакт педагога с детьми, сердечное общение, волнующее душу ребенка, позволяющего взыскать себя. Предполагаю, что выставление отметок по этому курсу потенциально безопасно. И вспоминаю шутку советских времен. Лучший способ вызвать ребенка ненависть к писателю – это включить его произведение в школьную программу. И не потому, что произведение неинтересно, а отчасти потому, что мнение о нем может оцениваться в баллах. Курс ОЭКЦ решает множество параллельных задач. Так отмечают разработчики, одна из завуалированных целей – привлечение родительского внимания к проблемам детей, поскольку среднестатистический родитель словесно общается с ребенком 11 минут в день. Уроки ОЭКЦ – это уроки, который наш стремительный век должен стать остановкой, которая нужна для того, чтобы можно было ощутить свою собственную душу, понять ее состояние. Всегда я поступаю по совести, говорим с учениками, и они усердно ищут ответы. Уроки жизни называют наши уроки. Участвуют в анкетировании, и на вопрос «кто я?» отвечают человек, гражданин, будущее страны, Россия, россияне, частица мира. И 100% опрошенные понимают тебя, любят тебя, полноценно ощущают время своей жизни. Эти результаты свидетельствуют о том, что на вопросах детей с нравственными идеалами и примерами для подражания формируется у ребенка мотивация действовать в соответствии с заявленными ценностями. Когда мы говорим с ребятами как из 4 класса по окончании курса, понравится ли курс, то 91% опрошенных докладывают, что хотели бы изучать курс ОЭКЦ и в старших классах. Родительская общественность тоже не остается равнодушной к содержанию учебных идеалов. 48% родителей не проводили опрос, видят положительное влияние курса на подготовку детей. 30% воспитание культуры, межнационального общения. И приобретение знаний о различных культурах и вероисповеданиях. Детство, оно всегда обращено в будущее, и дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали курс, который определяет дальнейшую судьбу ребенка. Многие виды деятельности, изучаемых в курсе ОЭКЦ и основы духовно-нравственной культуры народного развития, подразумевают обращение ребенка к членам своей семьи с целью получения информации. И мы предполагаем, что один месяц выполнять такие домашние задания, как интервью с родителями, сочинение рассуждения,
Наша твердая уверенность, что 4 класс мы не заканчиваем разговор о личных культурах, мы только начинаем, но продолжится много своеобразности. По месту учебном плане и по содержанию урок служит связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс дополняет общественные аспекты предмета окружающего места, который знакомится учащимся начальной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающихся в 5 классе изучение гуманитарных предметов, истории и литературы. На мой взгляд, проблему духовно-нравственного воспитания необходимо решать уже в младшем школьном возрасте, как в самом эмоциональном и восприимчивом периоде. Уроки данного курса предполагают различные формы работы, которые мы успешно реализуем: беседы на этические темы, чтение, обсуждение художественной литературы, просмотр видеосюжетов, анализ положительных и отрицательных поступков героев. На уроках наиболее эффективным, мы согласны, коллеги делились на совещаниях, это было использование методов проектов. Ребята представляли такие хорошие проекты, как «Храмы России», «Мой родительский защитник Родин», «Добро и зло в современном мире», «Традиции моей семьи». Учащиеся начальной школы даже принимают участие на школе, проводят священские чтения, и там выступают ребята из начальной школы. В ходе изучения курса у учеников вырабатываются социально-коммуникативные умения. Этот курс помогает избегать конфликтов, находить выход из сложных ситуаций. Мы все понимаем, что курс ОСЦ – это целый образовательный мир, многоуровневый, многогранный, разносторонний. Каждый находит в нем именно то, что он хочет найти. Эта многослойность выражается в самых разнообразных формах. Участие в предметной олимпиаде, по основам православной культуры и следствия, различных конкурсах, проектах в области духовно-нравственного воспитания. В частности, мы принимаем участие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя», для педагогов «Красота Божьего мира». В этом конкурсе принимают участие учащиеся нашей школы. Министр образования Ольга Васильева сказала, для меня это очень важно, школьный курс ОСЦ, в рамках которого начинается основа традиционных для России религий, будет расширяться. Этот предмет, так же, как и многие другие, приходит очень длинную жизнь. Я думаю, что это будет обсуждаться, увеличиваться, продвигаться дальше. У людей, особенно у маленьких людей, должно быть много урочного и неурочного времени, связанного с разными понятиями. С ними нужно доходчиво и доступным языком говорить о добре и зле, о том, что хорошо и что плохо, о том, чем ты можешь помочь другим. Это слова нашего министра образования Ольги Васильевой, под которой готова подписаться я и педагоги города Москвы. Нина Михайловна, на одном из совещаний вы определили некоторые проблемы, связанные с преподаванием курса ОСЦ. В этих проблемах мы находим и свои проблемы тоже, пытаемся с ними бороться и никак не безуспешно. Одна из них – это использование КТ на уроках ОСЦ. В школах РКТ с этим проблем нет. Использование средств и возможностей партнерства, в том числе с религиозными организациями, об этом я говорила выше. Работа муниципальных методических объединений. У нас методическое объединение работает активно, мы всегда рады помогать друг другу и транслировать свой опыт, если кому-то пригодится, на уровне республики. Спасибо, у меня все. Мы благодарим Галину Викторовну за такое тоже глубокое выступление. Мне хотелось бы задать некоторые вопросы. Можно, Галина Викторовна, задать? Во-первых, то, что вы проводите диагностику 2 раза, да? Как я поняла, правильно, диагностику проводят. Скажите, пожалуйста, какими измерителями вы пользуетесь? Или сами разрабатываете, или используете какую-то методику? Да, конечно, да. Нина Михайловна, измерители мы брали как-то
года 3-4 назад у вас на сайте и смотрим по ситуации и добавляем свои какие-то варианты туда, разрабатываем сами. Понятно, спасибо. Нам на нечего здесь как бы виднее. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вы занимаетесь очень серьезным обобщением передового педагогического опыта. Есть учителя у вас, можете вот нам, ну, сегодня, хотя бы в этом учебном году дать опыт, ну, хотя бы 1-2 учителей на уровне республики для обобщения? Видеозапись или просто систему представления видео? Скажите, пожалуйста, вы занимаетесь очень серьезным обобщением передового педагогического опыта. Да. Есть учителя у вас, можете вот нам, хотя бы в этом учебном году дать опыт, ну, хотя бы 1-2 учителей на уровне республики для обобщения? Михаил, конечно, сможем. Но мы ждем от вас интересный опыт, обобщенный опыт ваших лучших учителей. Мы со своей стороны обязуемся его опубликовать, распространить, тиражировать. И мне еще хотелось бы вас поблагодарить за то, что ваше методическое объединение активно использует средства партнерства. Просто замечательно. И разные, и общественные. Вот, кстати, Наталья Грюнова тоже говорила, и родители очень много используют. Молодцы. Я очень рада. Вот слушаю вас, у меня душа радуется. Спасибо. Мы со своей стороны обязуемся его опубликовать, распространить, тиражировать. И мне еще хотелось вас поблагодарить за то, что ваше методическое объединение активно использует средства партнерства. Да. Замечательно. И разные, и общественные. Вот, кстати, Наталья Грюнова тоже говорила, родители очень много используют. Молодцы. Я очень рада вас слушаю, вас у меня душа радуется. Спасибо, Михаил. Спасибо за высокую оценку нашего труда. Мы представим опыт обязательно. Так, представьте, пожалуйста, потом ваше выступление в электронном виде в адрес-центра. Всего доброго вам. Успехов. Леонид Леонидович, все можно отключить? Презентацию. Угу. Наталья Григорьевна моя. Ага. Угу. Так, уважаемые коллеги, мы продолжаем с вами работу. Мы выполнили первый только наш пункт нашего плана, познакомились с опытом работы 2 самых больших методических объединений города Сыктывкара и города Воркуты. А сейчас мы переходим к следующему вопросу, это реализация ОДНКНР. Позвольте вам, пожалуйста, напомнить, что новая образовательная область, основы духовно-нравственной культуры народов России, реализуется в 3 вариантах. Это урочная система, когда специальные уроки выделены для преподавания данной образовательной области. Второй путь – это реализация через другие предметы. Второй вариант, но она тоже относится к урочным формам. И третий вариант – это включение занятий по предметной области во внеурочную деятельность. Надо сказать, что у нас в республике эти все 3 варианта реализации ОДНКНР развиваются, и мы этот опыт изучаем, собираем. Позвольте, пожалуйста, вам представить опыт. Леонид Леонидович, включи, потом, пожалуйста, фильм. Ага. Мы включаем, посмотрите, пожалуйста, реализуется эта образовательная область через учебные предметы. Вот сегодня мы этот вопрос рассмотрим. Через историю, то есть, простите, через обществознание и историю, через уроки литературы, через уроки русского языка, через предметы эстетического цикла. И в небольшом количестве есть и другие предметы, как коми-язык, изобразительное искусство и другие. Об этом чуточку позднее мы увидим в мониторинге. А сейчас позвольте вам представить опыт учителя из Визендора, Петуховой Натальи Валерьевны. Мы сейчас прослушаем записи ее выступления. Так, как там? Вот здесь, да? Вот это? Папка.
Ой, делайте, пожалуйста, я не это что-то разнять сейчас. Папка моя точно. Итак, Петухова Наталья Валерьевна. Наталья Валерьевна, учитель истории и обществознания. Вот ее тема. Духовно-нравственное воспитание. Социальной сфере общественной жизни тесно перекликаются с вопросами основ духовной нравственной культуры народов России, поэтому могут способствовать более качественному изучению данных тем нашими школьниками. Так, например, в курсе 5 класса подробно рассматривается тема «Человек, семья, школа, труд, родина». Именно эти темы могут иметь варианты для включения духовно-нравственной составляющей. Так, например, при изучении темы «Семья и семейные отношения» мы рассматриваем с учениками следующий вопрос. Почему, говорят, крепка семья, крепка держава? Почему в России семьи были большими? Что такое семейный язык? И в моей фамилии говорят условно, что такое семейный тело. Последние 4 вопроса вполне могут выступать в качестве исследовательских проектов, которые легко выполняют учащиеся. Для этого они используют знания о своих семейных корнях и традициях своих родителей, бабушек, дедушек. Поэтому проекты становятся личностной составляющей, и они, в общем-то, выполняются учащимися очень с большим интересом. Точно так же с большим интересом учащиеся представляют эти проекты на уроке и рассказывают о своей родословной, о профессии, которая повторяется в семье из поколения в поколение, какие есть традиции в семье и какие есть религии. Для изучения курса 5 класса применяются следующие пособия. Пособие «Моя семья, мой народ, мое отечество» и пособие «Твоя родословная», где содержатся конкретные разработки уроков по составлению своей собственной родословной. В 6 классе в изучении тем «Человек в социальном измерении», «Человек среди людей», «Нравственные основы жизни» работа по духовно-нравственному воспитанию продолжается. Здесь мы рассматриваем вопрос формирования личности человека, как выстраивать свою жизненную траекторию, каким образом строится общение между людьми, что такое нравственная основа жизни, что значит быть смелым, что значит совершать добрые дела. В 7 классе в темах регулирования поведения людей в обществе, человека в экономических отношениях и человека в природе тоже вполне можно включать вопрос основ духовно-нравственной культуры народов России. Можно говорить с учащимися о том, что такое дисциплина, только ли правовыми нормами регулируется наше поведение в обществе, каким образом нужно правильно относиться к книгам, что значит мастерство, почему говорят золотые руки. Но в теме человека и природа я стараюсь привить учащимся мысль о том, что твои собственные поступки, они приносят вред, если они плохие, приносят вред не только окружающему миру, но и тебе самому. В конечном счете за свои поступки человек отвечает сам. В курсе 7 класса большой интерес для учеников представляет тему защиты Отечества. Анализируя соответствующую главу Конституции, учащиеся обращают внимание на то, что в защите Отечества сказано, что это долг и обязанность гражданина Российской Федерации. Всегда задаю вопрос, почему два слова «долг» и «обязанность»? Почему обязанность платить налоги, а здесь защита Отечества еще и долг? И учащиеся сами пытаются сформулировать, что обязанность – это то, что нам диктует закон, а долг – это наше нравственное убеждение, наша нравственная составляющая. Кроме того, учащиеся в этом возрасте вполне могут приводить примеры, что даже в случае военной опасности те люди, у которых не было обязанности защищать Родину, все равно шли на фронт и участвовали в боевых действиях, совершали подвиг. При изучении темы, для чего нужна дисциплина, учащиеся открывают для себя книгу Катаева «Сын полка». С этой книгой Валентина Петровича Катаева семиклассники абсолютно не знакомы. Она вне сферы их интересов. Что такое сын полка, само понятие, учащиеся тоже не знают. И наблюдая за развитием сюжета, который я подробно рассказываю, учащиеся
приходят к выводу, что Ваню Солнцева воспитывали военные именно с точки зрения военной дисциплины, приучали его к тому, что любой приказ должен быть выполнен. И кроме того, именно это знание военной дисциплины, именно сформированность ее, в конечном итоге спасает жизнь этому ребенку. Когда батарея капитана Янакиева ведет смертельный бой, становится понятно, что все заканчивается. Янакиеву нужно послать Ваню с батареи, но он никак не может этого сделать. Ребенок отказывается бросить артиллеристов и уходить в безопасное место. Что тогда делает Янакиев? Пишет письмо и отправляет Ивана якобы с донесением в штаб. Таким образом выводит его из-под удара, который батарея вызовет на себя. Многие учащиеся после изучения соответствующей темы читают эту книгу и говорят, что в сущности книга достаточно хорошая и очень понравилась. В 8 классе изучение курса обществознания продолжает главы личности общества, сфера духовной культуры, социальная сфера. Здесь тоже, судя по слайду, очень много тех вопросов, которые имеют выход на духовно-нравственную составляющую. И в курсе 8 класса их вполне можно достаточно подробно рассматривать в книге. Но при этом здесь уже начинается базовая подготовка к экзамену, поэтому так или иначе ребенок должен и получать основное предметное содержание и, естественно, какой-то блок воспитательных моментов. В 9 классе при изучении темы права учащиеся анализируют преамбулу Конституции, формулируют основные ценности общества, говорят о правах и свободах, о семейных правоотношениях и социальных правах. Остановлюсь подробно на изучении курса обществознания в 5 классе. Учебник обществознания включает достаточно небольшое количество параграфов. При требуемой нагрузке 35 часов имеется много возможностей для включения дополнительного материала. Поэтому мною для 5 класса было разработано пособие, которое позволяет включать именно вопросы духовно-нравственного содержания в материал конкретных уроков. При составлении пособия я брала тексты из старинной русской литературы, из дореволюционной, например, Иван Шварев «Лето Господне», из произведений советской литературы, о которых учащиеся, к сожалению, знают очень и очень мало, также много фрагментов детских стихов и современных рассказов о школе и школьниках. Тексты подбирались после апробации, то есть это пособие не составляло в течение года. Я давала такие задания в течение ряда лет, отбирала именно то содержание, которое учащимся было понятно и интересно. Кроме того, в пособие включены фрагменты житийных материалов, православные притчи, а также современные книги, написанные людьми, близкими к православию, священниками или церковными людьми. Например, что необходимо знать каждому мальчику, что необходимо знать каждой девочке, а также секреты вразумления детей Светланы Шимановой. Также включены притчи Бориса Ганова, которые выглядят достаточно современными рассказами, но тем не менее имеют глубокое нравственное содержание. Как же выглядит пособие? Итак, во-первых, в пособии имеется пояснительная записка. И дальше материалы к урокам структурированы по тем главам, которые есть в учебнике. В конце я предлагаю рекомендации для педагогов. Это достаточно большой материал по каждому уроку, как включать те или иные материалы в курс урока, какие задавать вопросы и, в общем-то, как реагировать на те или иные ответы детей. Эта часть полностью сформирована на моем учительском опыте. Перед началом материалов в любой главе я даю основные элементы содержания темы и планируемые результаты. Здесь я ни на шаг не отхожу от основной базовой программы по учебнику Боголюбова. И практически все, что требует современной программы по федеральному государственному образовательному стандарту, мною соблюдено. Точно так же предлагается тема урока, предлагаются предметные умения и предлагаются метапредметные универсальные учебные действия. По каждой теме все это сформулировано. Здесь для примера по 2 первым темам курса. И затем начинает для каждой темы идет подборка заданий. Сразу хочется сказать, что количество заданий избыточное. То есть ни в коем случае не надо заставлять ребенка делать все те задания, которые в пособии предложены. Заданий много, и поэтому учителю можно легко выбрать именно то, что подходит к его нравственному миру, к его жизненному опыту, тому, что интересно ему самому. Потому что из опыта я знаю, что если самому учителю это нравится, если он сам испытывает волнение при работе с материалом, ребенок
обязательно откликнется. Если учителя полное равнодушие, то каким бы захватывающим ни был учебный материал, ничего выше ребенка на наши слова не отзовется. Так, например, при изучении темы «Школа» мы рассматриваем небольшой текст о том, как учился читать будущий святой Иоанн Кронштадтский. И к тексту поставлены следующие вопросы. Почему маленькому Ивану тяжело давалось чтение? В тексте есть фрагмент о том, что читали не так, как мы сейчас читали, а было своеобразное совершенно произношение букв, и из них нужно было складывать слово, там звуки, веки и так далее. То есть нужно было по названиям букв затем составлять именно слова. Для этого я предлагаю детям прочитать свое имя с соблюдением правил чтения XIX века. Можно найти в интернете таблицу названий букв русского алфавита, а можно предложить учащимся прямо в классе распечатать этих таблиц. Я, например, так и делаю. Учащиеся говорят, что действительно так научиться читать было бы, наверное, очень сложно. Второй вопрос имеет отношение к изучению материала в курсе 4 класса. Они изучают там предметы жития Сергия Радонежского, поэтому предлагается вспомнить, как читаемому русскому святому тоже тяжело давалось учение, что помогло ему пробить грамоту. Третий вопрос для меня очень важен. Какие из определений подходят для описания характера Вани? И здесь даны примерные определения. Почему такой вопрос? Дело в том, что в своей учительской практике я столкнулась с тем, что при характеристике, например, исторической личности, учащимся очень тяжело подобрать эпитеты, характеризующие того или иного человека. Они чаще всего оперируют словами «плохой», «хороший», «злой», «добрый». Иногда в лучшем случае могут еще сказать «смело», но если человек смелостью не отличался, то будет больше сказать «меньше». Поэтому такие слова, как терпеливый, тщеславный, гордый, уверенный, они обязательно требуют внесения в лексику школьников и именно пояснение, что это за черты характера. И таким образом уже идет формирование словарного запаса ребенка. Четвертый вопрос имеет прямой выход на подготовку учащихся к итоговой аттестации, которую целесообразно начинать уже с 5 класса. Так я предлагаю учащимся пункты плана, представленные не по порядку. Ученики должны, анализируя текст, данные пункты плана расположить в правильном порядке. То есть они видят, как назван тот или иной абзац, как нужно формулировать пункты плана, а затем индивидуально работая расставляют их по порядку. Например, первый пункт «Один в чужом городе», второй «Вам учится читать», третий «Последний ученик» и так далее. Затем, работая в парах, они сравнивают то, что получилось у каждого из них, и приходят к какому-то общему результату. Что-то можно изменить, что-то можно дополнить. Эта работа необходима, потому что ученик учится работать в паре. Кроме того, если у вас большой класс, вы смело можете это заменить на работу в группе. Для меня это важно, потому что бывает, что умненький ученик, который все абсолютно правильно расставил, не может отстоять свое мнение, работая в паре или в группе, и поэтому его нужно подбодрить, что нужно быть смелее, нужно четче заявлять о себе, и нужно убеждать остальных, что ты абсолютно прав, потому что все у тебя получилось хорошо. Эта работа также позволяет произвести и учет чужого мнения. По каждой теме представлено задание объяснить смысл пословиц. Кроме того, всегда предлагается сделать подборку пословиц о семье и семейных ценностях на своем родном языке. Эта работа тоже очень важна, потому что у нас основа духовно-нравственной культуры народов России. И очень важно показать ребенку, что семейные ценности, ценности защиты Отечества, любви к своей стране, они были характерны для любого из народов. Поэтому и подборка пословиц на своем родном языке позволяет ученикам и расширить словарный запас и ставить шире менталитет именно своего народа. Шестое задание на характеристику своей семьи. Дорисуйте лепестки ромашки или пишите в лепестках положительные черты своей семьи. Опять же, не только злые, добрые или там, например, хорошие, а именно какие? Трудолюбивые, заботливые, вежливые и так далее. То есть очень-очень много черт. Я предлагаю ученикам здесь обращаться к помощи родителей. И получается у них очень неплохая ромашка, которую они потом с удовольствием расспрашивают. Шестое задание тоже имеет выход на подготовку к экзамену. Хотя на первый взгляд
Это задание очень простое. Задание: дорисуйте кошку, а затем соедините изображение кошки с теми чертами, которые присущи животным. Аналогичное задание, конечно, без рисунка, присутствует в курсе ГИА 9 класса по обществознанию. Там нужно выделить в тестовой части, например, черты, присущие животным, затем черты, присущие человеку, или там их общие черты, или наоборот отличия. И вот это задание уже подготавливает к выполнению экзаменационной работы. Ученики с удовольствием дорисовывают кошку, многие дают кошке имя или кличку, но затем соединяют. И точно так же, работая в паре, они соотносят, правильно ли они все это соотнесли. Кстати, всегда большой вопрос вызывает эмоции. Вот, чаще всего сходятся на том, что эмоции у животных тоже есть. Так, затем при изучении темы «Россия» предлагается отгадать кроссворд «Знаменитые места России». К вопросу о знании географии нашими детьми этот кроссворд отгадывается очень долго и трудно. Название городов России представляет сложность для учащихся. И по стихотворным отрывкам, которые предложены, им бывает очень сложно определить то, какое название города в данном случае необходимо для заполнения кроссворда. Поэтому это задание целесообразно давать на дом, чтобы ученики пользовались опять же помощью родителей или сами искали материал. Задание к теме «Символы России» помечено звездочкой. Здесь предлагается характеристика гимнов Российской империи и Российской Федерации. Гимн Российской Федерации в школьном курсе мы слушаем, посмотрим презентацию, посвященную наиболее важным объектам России, наиболее знаменитым людям нашей страны. А вот гимн Российской империи знает только первую часть, и то учащиеся встречаются с ним крайне редко. Предлагается прочитать полный текст гимна и выполнить следующее задание: заполнить сравнительную таблицу. Во-первых, обращение. К кому обращается автор гимна империи, к кому обращается автор современного гимна. Ученики сами говорят, что в первом случае это идет обращение к Богу или к провидению, как Бог, как данность, как судьба. А здесь в данном случае обращение к Родине, Отечеству, сохранимая Богом родная земля и так далее. Славься страна, то есть тут идет обращение к стране. Затем, какие определения характеризуют Россию в гимне? Тут тоже достаточно такая кропотливая работа. Нужно определить, какая страна, значит, Отечество свободное, допустим, в данном случае, еще хранимое Богом и так далее. Затем последний вопрос, самый сложный: слова, которые повторяются в текстах обоих гимнов. Ученики говорят, что это слова Бог, Отечество, значит, священный и некоторые другие. И выскажите предположение, почему эти слова есть в тексте каждого из гимнов. Здесь учащиеся говорят, что именно эти слова дают главную характеристику нашей Родины, и без них обойтись нельзя, что как бы ни называлась наша страна, в какой бы исторический период мы ни жили, есть то, что является именно нашей внутренней составляющей, что является для нас самым главным. Таким образом, работая с текстом пособия, можно достаточно широко включать материалы по духовно-нравственной культуре народов России, школьный курс, а также можно говорить и о том, что учащиеся получают неплохой материал и для самостоятельной работы, и материал в дальнейшем для написания эссе в курсе обществознания. Вот таким образом строится моя работа по обществознанию в курсе 5 класса. Те коллеги, которые работали по моему пособию, по крайней мере пытались, говорят, что дети с интересом откликаются на данный материал, очень хорошо реагируют на него и что он представляет для них интерес. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете обратиться ко мне по электронной почте, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы или ваши замечания. Большое спасибо за внимание. Мы благодарим Наталью Валерьевну за ее труд. И позвольте, пожалуйста, внести предложение от имени Республиканского методического объединения обратиться к ректору Института развития и образования, Республиканского нашего института, Коми Республиканского института, с просьбой выпустить методическое пособие, которое разработала Наталья Валерьевна, для пользования другими педагогами нашей республики, кому этот материал понравился, кому он ему очень близок. А сейчас позвольте, пожалуйста, предоставить слово отцу Максиму Стырову. Дело в том, что
учителя очень нуждаются в повышении квалификации в плане духовного знания. И вот один из наших священников, кандидат технических наук, отец Максим Стыров, является нашим постоянным сотрудником, на курсах работает. Отец Максим, пожалуйста, вам слово. Вы сюда сядьте, пожалуйста, на мое место. Добрый день, уважаемые коллеги, педагоги. Сейчас, секундочку, я запущу презентацию. Где у нас тут отмен? Леонид Леонидович, помогите тут, Так, пожалуйста. это вроде все. Это опустите. Да. Все, оно будет транслироваться. Да? Все видно? Хорошо? Можно начинать? Да, пожалуйста. Да. Добрый день. Мы начинаем всегда от богословия, от того, что сам Господь говорит о жизни, о семье, о любви. А Библия повествует нам, в книге Бытия мы читаем, что Бог сотворил человека как две половины одной природы, мужчину и женщину сотворил их. Поэтому любовь между супругами, любовь семейная, она единосущна самой божественной любви. Это та же любовь, которой сотворил мир, та же любовь, по которой пришел Спаситель в этот мир. Нехорошо быть человеку одному, говорит Господь. Сначала был сотворен Адам, мужчина, поэтому он является властителем этого мира. Но Господь говорит, сотворим ему помощника, соответственно ему. То есть мужчина сам по себе не может осуществлять ту задачу, которую предоставил ему Бог. Сделать его главным, родить его, воспитать его, образно говоря, назначить его главным может только женщина. Женщина-мать и женщина-жена. Оставить человека отца и мать и прилепиться к жене своей будут два одна плоть. То есть муж и жена становятся не родственниками, они становятся плотью единой. И на основе этих слов Церковь говорит о недопустимости как добрачных связей, так и супружеской измены. И сегодня семья является главной ценностью России. Об этом говорит 2/3 населения. 90% народа живет в семьях, и индекс счастья в основном определяется тем, что у нас есть семья и дети. И вместе с тем семья – это та драгоценность, которая сегодня нами не хранится в должной мере. Об этом свидетельствуют цифры, которые сейчас на слайде. Это и количество разводов, примерно 60 браков заканчиваются распадом. Каждый 4-й ребенок воспитывается в неполной семье. Около 80% населения снисходительно относятся как к сожительству без оформления отношений, так и к добрачным связям. И процент лояльного отношения к супружеской измене также достаточно высок, это около 1/4 всего населения. Это приводит, понятно, что в первую очередь к удару по душе ребенка, потому что каждый ребенок питается отношениями между родителями, они для него важны, потому что любовь между мамой и папой – это то, что дает ему путевку в жизнь, и он должен видеть ее на протяжении всего своего периода становления и даже потом во взрослой жизни. Сами же взрослые, разрушая семью, часто остаются одинокими, о чем свидетельствуют данные социологических исследований. Это влияет, конечно, и на состояние здоровья, и на экономическое положение членов семьи. И особенно это влияет на демографическую ситуацию, то есть на количество абортов и на уровень рождаемости. В чем же причины вот этой глубокой трещины в нашей жизни, того, что мы не бережем ту икону, если сказать, что семья – это наша икона, это образ, это драгоценность нашей жизни. В чем же главная причина? Причин множество, но мне кажется, они все растут из одного корня. Говорят и социологи, и богословы и об эгоизме, о гордости, о неумении уступать, и о вредных привычках, и о тех же изменах, и о конфликтах с родителями, о нарушении половых ролей, то есть о непризнании женщинами главенства мужчины. Но все-таки главная причина, она еще глубже. Это сама цель жизни, в чем человек полагает смысл своего существования. Если социологи, ну и вообще светская наука говорит о том, что смысл существования человека – это его благополучие, то есть смысл существования человека – это само существование, сытое, безбедное. И большинство опрошенных говорят так, что вся проблема семьи сегодня – это бедность, это безработица и так далее. Хотя сегодня уровень нашего достатка очевидно выше, чем всю предыдущую 1000 лет. То богословы говорят, что главная причина – это забвение человеком главного смысла своей жизни. Спасение души, самосовершенствование. Не устроение внешних условий своей жизни, а созидание своей собственной души. Об этом говорил и святой Паисий Афонский, о безразличии к Богу и, соответственно, безразличии к вечной жизни, которая разрушает все остальное. Об этом говорят и светские ученые, вот, например, Дирк Ван де Кай, я его здесь цитирую, он говорит о том, что
Если человек живет только ради этой жизни, значит, действительно, семья для него перестает быть высшей ценностью. Она перестает быть вот той школой любви, которая приближает человека к Богу. И важнейшей причиной сегодня нехватки той самой любви является нарушение целомудрия, то есть добрачные связи. Об этом говорили святые отцы и прежних веков, IV века, Иоанн Златоуст, Иоанн Лествичник об этом писал, о целомудрии, как о чистоте души и тела. Об этом говорят и современные исследования. Вот на одну из них я даю здесь ссылку о том, что добрачные связи снижают и устойчивость, и качество брака. Поэтому сегодня семейное, духовное, нравственное воспитание должно быть ориентировано не на грамотное предохранение, а именно на полное добрачное воздержание для пользы самого человека. По тем заповедям Божьим, которые сейчас здесь представлены на слайде, мы можем сказать не только то, что люди должны быть одной плотью, и то, что должны быть верны друг другу. Они должны вместе духовно расти и вместе преодолевать те трудности, которые встречаются, естественно, на пути каждой семейной пары. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. По Новому Завету, по Евангелию, развод является прелюбодеянием. И, как выразилась одна психолог, люди идут от иконы, то есть видят сначала друг друга при знакомстве, при влюбленности, видят друг друга икону. Потом, встречаясь с трудностями, они видят друг друга карикатуру. Потом видят друг друга фотографию, то есть реальную картинку, и плюсы, и минусы. Но цель брака – это снова прийти к тому, что люди будут видеть друг в друге икону. То есть они будут созерцать друг в друге вот эту божественную любовь, ради которой, собственно, семья была Творцом задумана и создана. Поэтому и на следующем слайде я пытаюсь цитатой из Евангелия подтвердить, доказать, что, собственно, и главным мотивом для целомудрия, для сохранения семьи может быть вера в единого Бога. Вера в единого Бога как Бога-любовь. Бог Святая Троица – это догмата любви. И то, что Бог стал человеком во Христе, это тоже догмата любви. Бог сам есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем пребывает. Это и есть главный, высший мотив для сохранения семьи. И слова апостола Павла, знаменитые слова из первого послания к Коринфянам, они утверждают нас в этой же самой вере, что настоящая любовь, не ветхая, а новозаветная, это любовь не обладание, не страсть, это любовь, которая долго терпит, которая не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, которая все переносит и никогда не перестает. Только то, что вечно, то и приобщено к Богу, имеет право называться этим словом. И мне кажется, дорогие друзья, нам следовало бы сегодня уделять особое внимание чистоте речи наших детей от матерной брани. Потому что матерная брань – это слова, которые в искаженном, в оскверненном виде повторяют то самое таинство творения новой жизни, в результате которого каждый из нас появился на свет. И нам следует объяснять высокий смысл тех прекрасных слов, которые в нашем обиходном языке сегодня существуют. Я вам рекомендую почитать, посмотреть работы Василия Рзабекова. Он объясняет, что значит пол, что это пол, две половины, да, две половины одной природы. Брак от слова брать, поцелуй от слова целостность, человек становится целостным через поцелуй. Да. Супруги – это два вола, запряженные в одну упряжку. Если они друг другу помогают, тогда и упряжка идет верная. Невеста – это та, которая не ведает невесть, да, не ведает мужчина, не ведает еще брака. Верность от слова вера, верно строится на верности, и это слово однокоренное со словом веревка, то есть то, что тебя связывает вот с будущим, с верой в человека, как образ Божий, как икону. Слово прости, то есть распрями, выпрями. И самое главное, самое интересное, это слово семья. Мы привыкли говорить о том, что семья это 7 раз умножить на я, а это не так. Потому что, во-первых, когда появилось слово семья, еще не было местоимения я, было местоимение аз. Семья от слова семя. Семя новой жизни, ребенок как семя новой жизни, и семя как жертва. Вы знаете, что картошка, если родила большую семью, принесла большой плод, значит сама матка сгнила, полностью себя отдала своей семье. А если она себя не отдала, значит и плода никакого нет. Вот в этом главный нравственный смысл заключается русского слова «семья». И еще о чем можно было бы говорить? О свободе. Вот мы привыкли понимать свободу как внешнюю, как вседозволенность, как право делать, что хочу, а есть свобода еще внутренняя. Свобода от греха, свобода от зла, свобода от зависимости, свобода от того же мата, свобода от алкоголя, свобода от наркотиков, свобода от курения, свобода от блуда. Вот эта свобода намного более радостна, намного более драгоценна, намного более плодотворна
для человека, если он осознает ее и будет эту свободу беречь. А эту свободу дает только вера во Христа. И сама стратегия развития Республики Коми и других регионов, и в целом России, должна строиться не на идее экономического роста, благополучия, даже безопасности, а на идее чистоты, на мой взгляд. И чистоты семьи, чистоты человека, чистоты отношений к природе, чистоты даже наших экономических отношений. Ведь заповедь «не кради» — это, по сути, тоже заповедь о чистоте. Вернемся к вопросу о демографической ситуации. Вы видите, что согласно Слову Божью мы должны плодиться и размножаться, но если в советское время мы это делали, то в 90-е годы рождаемость упала, смертность выросла. И сейчас рождаемость 4 года превышала смертность, а с 17 года опять пошла вниз, потому что вступили в детородный возраст малочисленные поколения 90-х. Они сегодня становятся молодыми родителями. И никакими деньгами, никакими пособиями, никакими льготами эту проблему не решить. Только на основе ценностного подхода, объясняя, что каждый человек, новая душа, это член Божьего Царства, это участник той самой божественной любви, в которой мы живем и по которой мы управляем миром. И детей должно быть 3 и больше, потому что 1 ребенок это эгоизм, 2 ребенка это антагонизм, а с 3 детей начинается такая преемственность, когда дети воспитывают сами друг друга. И как раз по логике очевидно, что именно 3-детная семья, она и исполняет заповедь «размножайтесь», потому что 3 как бы восполняют родителей и приумножают численность народа. Советую вам обратить внимание на работы нашего знаменитого земляка Петерима Александровича Сорокина. Он писал о целомудренном браке один раз и на всю жизнь. И он доказывал это через творчество. Он доказывал, что та нация, которая ценит девственность, которая ценит уважение к старшим, которая ценит верность, та нация способна на великие свершения. Мы сегодня много говорим об инновациях, об изобретениях, об исследовательской деятельности. Небольшая книжка, здесь она на слайде, ее название присутствует, буквально 80 страничек. Можно ее прочитать, а старшим школьникам можно даже ее посоветовать, с ней ознакомиться. Вот. Он доказывает на цифрах, на историческом материале, как творчество связано с идеей целомудрия. Вот. И еще одна проблема, о которой тоже надо говорить. Больная, сложная, но это вопрос абортов. Сегодня их численность с учетом контрацептивов сопоставима со смертностью в годы Великой Отечественной войны. То есть, по сути дела, меняются поля сражений, меняется оружие, а ведь война за человеческие души продолжается. И объяснить эту проблему, подойти к ней, мне кажется, наиболее удачно можно через понятие нужности каждой человеческой жизни. Потому что каждый человек, как цветок, приносит свои плоды, создает семью, рождает детей, произносит свое слово, иногда это слово стихотворное, иногда слово песенное, иногда слово простое, имеет свою совесть, осуществляет свою работу, творит в этом мире, да, то, что мы называем оставить после себя след, получает знания, дружит с кем-то, и в конце концов приносит плод. Плод – это его собственная душа, которую он рождает, которая рождается для вечной жизни. И вот если мы эти высокие истины усвоим, донесем, то, мне кажется, проблема убийства нерожденных детей, она просто отпадет сама собой. Как же воспитать вот это вот состояние целомудрия, целостности, чистоты души? Конечно, для верующих людей это только через таинство, через пост, через молитву, через Слово Божие. Неплохо бы и держаться подальше от магии, от оккультизма, от гороскопов, от примет, от гаданий, от оберегов и прочих оккультных вещей. Потому что религиоведы знают, что там, где богов много, там и семей много. А чтобы семья была один раз и на всю жизнь, и Бог тоже должен быть один, как и говорится по ветхозаветной заповеди. Это формирование стыдливости, то есть те вот вопросы, которые, вопросы половой нравственности и, как говорится, то, что ниже пояса, это может обсуждаться только в семье, и то чрезвычайно деликатно. И родителям надо об этом говорить, потому что иногда родители, честно сказать, допускают себе вольности в этом плане, в разговоре с детьми, и вот нарушается стыдливость, а потом разрушается целомудрие. Послушание старшим, естественно, мы тут прежде всего сами подаем пример, как мы относимся к начальству, как мы относимся к пожилым людям, как мы относимся к властям, к власть придержащим. Не осуждение других людей. Если при ребенке мы берем на себя дерзость осуждать, значит и он тоже это воспринимает. Единство мысли, слов и дел. Что думаю, то и говорю. Что и говорю, то и делаю. Это очень важный стержень формирования целомудрия. Нежность и терпение по отношению к детям. Это я список привожу для того, чтобы озвучивать его, через вашу, конечно, интерпретацию, может быть, на родительских собраниях. Мне кажется, это было бы полезным. Кстати, саму презентацию тоже можно использовать, у Нины Михайловны взять. Вот. И любовь, понимание между родителями.
Это важнейшее. Еще раз повторю, ребенок питается этим. Его душа строится, как кокон вокруг веретена, она строится вокруг любви между родителями. Не по отдельности мамы и папы к нему, а мамы к папе, папы к маме. И вот на последнем слайде я привожу цитату. Девушка, одна студентка, написала, что она очень хочет, чтобы создавались крепкие семьи, чтобы у каждого ребенка были любящие папа и мама. И что она сама сделает все, чтобы в ее семье так и было. И я эти слова привел здесь на слайде для того, чтобы проиллюстрировать свою мысль о том, что если женщина сделает все, чтобы в ее семье так и было, то так и будет. Потому что именно женщине Бог дал власть сохранять. Если мужчине Бог дал власть завоевывать, осваивать, изобретать, лететь, переворачивать этот мир, то сохранять дом, ребенка, семью, душу Бог дал власть только женщине. На этом я хочу вас поблагодарить за внимание. Простите, если я в чем-то был неправ. И если вы хотите что-то еще почитать по этой теме, по которой я сказал, я привожу здесь вот ссылки на 4 книжки. Все они доступны в интернете, их можно найти, познакомиться с ними. Ну а если у вас есть какие-то возражения или предложения по моему выступлению, здесь на титульном слайде есть мой адрес электронной почты, я буду очень рад вашим отзывам. Храни вас Бог. Уважаемые коллеги, друзья, наше заседание РМО уже подходит к концу. Хотелось бы сказать о том, что все материалы, которые вы сегодня услышали, будут выложены на сайте, на сайте «Открытое образование», там, где все наши заседания РМО присутствуют. Итак, в той презентации, которую вы смотрели, это моя презентация, имеется, сейчас одну секундочку. Ага. Так, имеются результаты мониторинга по ДНК-НР за 2 года. Я сегодня не буду озвучивать эти результаты, я просто отправляю их для вашего изучения. Здесь представлены все наши муниципалитеты. Вот то, что можно было взять из всех мониторингов, которые проводило Министерство образования, наше Министерство образования. Я прошу вас обратить очень серьезное внимание на те проблемы, которые связаны с введением ОДНК-НР в образовательное пространство Республики Коми. Следующее наше заседание будет в мае. В мае мы снова вернемся к этим вопросам, которые обозначены в мониторинге. Также прослушаем вопрос о выборе модуля. Как раз сам процесс выбора модуля на следующий учебный год уже будет завершен. И мы ждем от вас предложений. Представители педагогов, представители методического состава муниципальных методических служб, кто бы из вас хотел поделиться опытом, представить опыт своего района и свой личный опыт, мы будем рады всем вашим предложениям. Проект решения РМО также будет на сайте в папочке РМО-3. Ну что ж, наверное, есть вопросы какие-то? Нет, да? Значит, спасибо вам всем большое. Простите, пожалуйста, за технические огрехи. Мы вот здесь читали, но я сама лично так вот ничего не могла сделать. Тут вот гул какой-то был, слышался. Значит, вы можете повторно прослушать, если что, вы не смогли прослушать. Всего вам доброго, успехов. И ждем вас на наши стефановские чтения. Ждем работы за нравственный подвиг учителя, ждем викторину по ОПК для детей 4-11 классов. Так, вопросы. Так, благодарят отца Максима. Так, спасибо, спасибо. Всего доброго.
Спасибо вам. Спасибо. Таня Григорьевна, я просто восхищаюсь вашим выступлением. Пожалуйста, сделайте. Ага. У нас книжек много хороших. Вот просто это можно было... Ну, все нарушило.